Всем ассаламу алейкум, дорогие гости Масане. Меня зовут Ауша Ибрагим, и сегодня я попытаюсь рассказать вам, что такое веб-разработка и как этому научиться. Сейчас. Так, если говорить про меня, то я бэкэнд-разработчик, и вот несколько перечень компаний, в которых мне довелось работать. Сегодня вроде упоминали про кибербезопасность. Вот первые две компании как раз-таки связаны с кибербезопасностью. Дальше это какие-то стартапы других людей, в которых мне доводилось работать. Вот, допустим, Fusion Post вы тоже могли видеть, там в кафешках она часто используется. И следующий слайд – это перечень технологий, на которых я работаю. То есть вы можете увидеть, что там пару технологий достаточно изучить, чтобы там войти в эту же сферу и работать в таких же компаниях. Так, следующий слайд. Также я являюсь одним из организаторов интернет. Тоже присоединяйтесь. У нас там есть очень много перечень разных чатов, там бэкэнд, фронтенд, дизайнер, где вам с удовольствием все помогут. Немного фактов. Когда мы говорим про IT, то сразу же вспоминается, что нужны там знания математики, английского языка, и я предлагаю пробежаться по каждому из них. Когда мы говорим про программирование, то сразу вспоминается факт про математику, что нужна математика, алгоритмы. И я помню, когда я только вступал в этот путь, подумал, что у меня немного достаточно знаний, чтобы устроиться в компанию, и там была примерно такая вакансия, что в требованиях было знание всех языков программирования. И когда я прошел там собеседование, мне мягко намекнули, что без алгоритмов я не программист, и вот с тех пор там прошло 5 лет где-то, и я до сих пор не знаю там ни математику, ни алгоритмы, то есть знаю их не лучше, чем, не знаю, самый обычный ученик в школе. То есть каких-то углубленных знаний я не получал, и этих знаний достаточно, чтобы стать хорошим программистом. Также тоже часто вспоминается факт про английский язык, и с этим тоже не все так гладко. Когда я начинал, у меня были самые обычные там знания английского языка, то есть сейчас эти знания дошли до того, что я там могу уверенно давать инфу по Counter-Strike, то есть Go B, там Go Middle. Поднимите руки, кстати, кто играет в CSGO. Все, запишите их, нам они потом... Как? Да, почему бы нет? Просто нам сейчас, у нас есть один друг, у которого нет звания, и нам часто приходится искать еще несколько людей, чтобы наполнить тиму. В общем, все мы поняли, что насчет английского, что вначале достаточно самых простых знаний, там, объявления переменных. То есть дальше мы поговорим про язык программирования, то есть, но у вас изначально должны быть хотя бы какие-то базовые знания, что вы там знаете, как переводится имя. Для чего это нужно? Потому что код мы всегда пишем на английском языке, и если у вас не будет хотя бы каких-то углубленных знаний, то ваш код будет состоять из какой-то кириллицы, и он очень сложно читаемый. А если английский, то когда вы даже обратитесь за помощью, там, не знаю, к тому же мне, то есть в интернете, если вы его скинете, то нам легче будет разобрать ваш код. Идем дальше. Что насчет фронтенда и бэкенда? Сейчас мне тоже нужно открыть эту страницу у себя. Если говорить про фронтенд и бэкенд, то она прежде всего состоит из 3 этапов. В целом это напоминает постройку дома. То есть прежде чем построить дом, нам же нужно его как-то спроектировать, чтобы визуально понимать, как он выглядит. За это отвечает UX, UI дизайн. Дальше нам нужно придать этому какой-то вид, чтобы воплотить наши желания в реальность. Для этого нужен фронтенд. И уже какие-то более сложные вещи в доме, там отопление, там, не знаю, открытие окон, не окон, какие-то логические вещи, за это отвечает бэкэнд. Если говорить, опять же, про это все в целом, то есть задача дизайнеров сделать какой-то уникальный проект, чтобы он отличался. Потому что если ваш проект будет похож на другой, то в целом ваш сосед будет не рад тому, что у него такой же дом, как и у вас. Но в случае с программистами, то есть код, он не отличается, он из проекта от проекта, он всегда один и тот же. То есть вот даже бывает такое, что у вас возникает какая-то проблема, какой-то баг, вы с этим багом идете в Google, ищете там, гуглите свою ошибку. И точно так же 1000 программистов до вас делали то же самое, и поэтому в целом получается один и тот же код, поэтому вот в целом так и выглядит, что
дизайнеры в основном ссорятся между собой, а программисты так и не могут узнать, кто был родоначальником этого кода. Итак, далее идет разработка у нас. И в целом разработка сайта, ну, я веб-разработчик, поэтому могу говорить именно про разработку веб-сайтов, то есть приложений. Они идут параллельно, что бэкэнд, что фронтенд. И если говорить про фронтенд, то, как мы говорили, это какие-то внешние вещи. То есть если вы видите на сайте что-то типа такое, то это фронтенд. То есть, проще говоря, все, что вы видите глазами на сайте, то, до чего вы можете докликнуться, там кнопка, что угодно, это фронтенд. А бэкэнд это уже на стороне сервера выполняется, он не виден коду, он всегда инкапсулирован, то есть закрыт то есть он находится на каком-то сервере, и какой-то обычный пользователь не может до него достучаться. И в целом все так и выглядит, что фронтенд это какая-то некая, не знаю, симпатичная часть вашего сайта, а бэкэнд это в основном даже не всегда чисто, это очень грязно, но это всегда работает. И давайте представим ситуацию, когда, ну, как все взаимодействует. Допустим, есть Telegram, ВКонтакте, и вы написали какое-то сообщение, которое, ну, никак не влияет на вашу судьбу, примерно что-то типа такое. И как все происходит? Ваше сообщение отправляется на сервер обрабатывает это сообщение и доставляет вашей даме сердца, или не знаю, кому-то еще угодно. То есть задача бэкэнда заключается в том, что, вот представьте, есть там, не знаю, миллионы пользователей на сервере. Как вот это сообщение должно там дойти до того же адресата. Для этого и служит бэкэнд, потому что он берет на себя все сложные вещи, а задача фронтенда просто обратиться к бэкэнду и достать все данные, потому что бэкэнд, он очень умный, в отличие от фронтенда. Почему бэкэнд лучше фронтенда? Нет такого, что бэкэнд лучше фронтенда. Кстати, если говорить про бэкэнд и фронтенд, в разницу в сложности, то фронтенд, он пишется дольше, потому что, представьте, вам, вот, ну, допустим, вот даже вот этот Telegram, вам его сначала нужно сверстать, все красиво сделать, и только потом вы приступаете к логическим вещам. А когда вы пишете бэкэнд, вы сразу же, вам не нужно делать никакие внешние вещи, там, никакой иллюстрации, вы просто отвечаете за логику. Поэтому бэкэнд, он сложнее, но пишется он гораздо быстрее. А когда у вас есть, там, допустим, опыт там, 2-3 года, если у вас есть большой опыт, то, как я говорил, код, он от времени к времени, он от проекта к проекту, он всегда повторяется. Вот, допустим, вчера я делал тоже задачу по работе, то есть мне нужно было развернуть новый проект, и я не написал там ни одной новой строчки кода, я просто, ну, у меня в прошлом проекте была точно такая же логика, я просто ее перенес, и в целом бэкэнд именно так и работает. А на фронтенде так не получится, потому что эти дизайнеры, они рисуют очень сложные вещи для себя, и фронтендерам приходится иногда страдать, чтобы их воплощать в жизнь. Вот. Поэтому фронтенд не хуже, чем бэкенд, просто это разные вещи. Спасибо за вопрос, Арчакович. Так, дальше. Что насчет технологий? Давайте пробежимся по технологиям. Самые основные технологии, наверное, все из вас слышали про HTML, JavaScript, CSS. Кто слышал, поднимите руки. Кто может рассказать? В общем, да, это самые родоначальники этих технологий. На HTML мы просто описываем структуру сайта. На CSS мы задаем ему какой-то внешний вид, а на JavaScript мы делаем этот сайт динамический. То есть, допустим, когда вы нажимаете там на кнопку «Отправить», чтобы всплывали какие-то события, чтобы сайт взрывался, для этого нужен JavaScript. Чтобы сайт превратился во что-то красивое, для этого нужен CSS, а чтобы это просто описать, нужен HTML. Да. Помните закрытие флеша? Как? Помните закрытие флеша? Да. Но сейчас, да, сейчас флеш никто не использует, потому что, возможно, как? Да, сейчас JavaScript приобрел огромные возможности, что прибегать там к тому же флешу уже, но нет смысла. Он, насколько я помню, даже уже не поддерживается. Поэтому JavaScript сейчас совсем справляется. Даже вот какие-то браузерные игры, которые вы там можете поиграть ВКонтакте, они в основном сделаны на JavaScript.
И вот самые основные технологии. Вот, допустим, вы уже изучили HTML, CSS, JavaScript, но это не нужно прям много времени, там, не знаю, месяца, полтора достаточно, чтобы получить основные там знания HTML и CSS. И вот дальше уже вам нужно выбрать какую-то технологию. Ну, смотри, чтобы разработать приложение, нужны какие-то передовые технологии. И вот на скрине перечислены самые основные 3 технологии. 2 из них, кстати, сделаны большими компаниями. Вот, допустим, React его сделал Facebook, Angular его сделал Google. А Vue.js это от простых людей, и он считается более легким, что ли, в изучении, но побольше вакансий вы найдете на React, а в каких-то больших компаниях в основном используется Angular. Это что насчет технологий на фронтенде. На бэкенде в основном, если говорить про PHP, то это либо Laravel, либо E-фреймворк. Но я бы все-таки уже советовал бы прибегнуть к Laravel. То есть для чего нужны фреймворки? Вот, допустим, тот же самый Laravel. Я просто бэкенд-разработчик и могу побольше говорить про бэкенд. Вот представьте, сайт, из чего он состоит. Вот на нем в основном бывает регистрация, авторизация, какие-то работы с базой данных, там, кэши, сохранение всего этого. И представьте, от сайта к сайту вам все это нужно каждый раз писать самому. Вот изначально вам все это нужно писать с нуля. И, во-первых, чем это плохо? Но не факт, что вначале вы напишете какой-то хороший код, и он не будет без багов, а во-вторых, что вы вообще сможете это написать. И для этого как раз-таки есть такие фреймворки, как Laravel и E. Они уже дают вам какой-то готовый костяк приложения, на основе чего вы уже просто пишете конкретную логику вашего приложения. То есть, если вам, допустим, нужно сделать там какой-то новостной сайт, вам не нужно думать, как сохранять эти новости, писать какие-то модули для этого. Вот эти фреймворки вам уже дают это. То есть это инструменты, которые вам предлагает сам фреймворк. И дальше, если вам нужны какие-то специфические вещи, их тоже не нужно писать, потому что до вас были там миллионы программистов, они уже все оформили в виде пакетов, и когда вам нужно что-то специфическое, вы его ищете, там, есть специальные сайты для этого, и подключаете. Это что говорит про технологии. Также у меня здесь идет дальше технология Nest, но почему я не переместил в этот скрин? Потому что это PHP-шные фреймворки, а есть еще у нас Node.js язык, который мы активно применяем там в Rocket.tech. Для этого языка тоже есть свой фреймворк, он называется Nest, он в целом тоже очень похож на сильно вот эти вещи, просто на Node.js. На данном этапе есть у кого-то вопросы? Идем дальше тогда. И теперь самое интересное, это сколько зарабатывают программисты. Я здесь на скриншоте привел зарплаты джуниор-разработчиков. Они от компании к компании варьируются, конечно же, но в целом, если говорить про фронтенд, то фронтенд-разработчикам начальным в основном платят больше, потому что, как я говорил, на фронтенде приходится работать больше. Если на бэкенде ты просто прикладываешь логические усилия, то на фронтенде ты прям должен сначала выстроить весь этот код и потом его привести в какой-то порядок. Поэтому на первой работе, да, вам тоже могут заплатить 90 тысяч, но в среднем цифра там 50-60 тысяч. И, допустим, как повысить этот свой ценник? Вот, допустим, вы устроились на первую работу. Во-первых, я против того, чтобы в программировании шли просто из-за зарплат, потому что если вы будете просто идти ради зарплаты, то вы не будете там в целом развиваться. Но если вы, как и я, идейно вдохновились и все же хотите просто уже за свой труд получать больше, то есть в первых компаниях вы просто получаете опыт, там первые 2-3 месяца вы смотрите, что, как разрабатывают, сможете ли вы это самостоятельно сделать. И там 3 месяца опыта в какой-то первой компании достаточно, чтобы в следующей компании уже получать там зарплату побольше, вот те же 90-100 тысяч. И если говорить, опять же, есть еще лайфхак, как получать еще больше. Вот, допустим, вы получаете 90, но вы хотите получать 180, но ваш уровень пока что недостаточно высокий, чтобы получать 180. Как это делается? Допустим, есть система, когда вы придете в компанию, там есть система, она называется Agile, то есть это как устроен процесс разработки. Вам дается 2 недели, то есть целой вашей команде дается 2 недели, что вам нужно сделать. И, допустим, вы можете за неделю или за 3, за 5 дней накидать все, что от вас требует Agile, и следующие, опять же, недели вас особо не будут беспокоить, потому что задача вот этого agile как раз-таки заключается в том, чтобы не нагружать программистов. И, соответственно, у вас есть еще свободная неделя.
А что если, вот, допустим, вы устроились в какой-то компании, проработали там месяц, поняли, что в целом вы все справляетесь, и в зависимости от времени, когда вы поймете, что у вас очень много времени, вы можете устроиться на вторую такую же компанию и зарабатывать эти же 90 тысяч, и в итоге у вас получается 180 тысяч. Это лайфхак, которым я пользуюсь, пользуются мои друзья. В целом он рабочий. То есть я вам могу сказать, что параллельно можно работать даже на 3 работах и не напрягаться. Возможно, только так в бэкэнд-разработке, но не знаю. Не знаю, честно, вот даже когда я работал на 3 работах, но сейчас я вот, допустим, работаю на 2, но даже когда я работал на 3, у работодателя вообще не возникало даже мысли, что я там что-то не доделываю. Вот, допустим, в Рокетехе у нас есть, каждый там месяц или 2 месяца проводилось типа какой-то аудит, но спрашивали других членов вашей команды, как вам вот именно этот сотрудник. И в основном я получал отклики, что я всегда все делаю быстро, и в целом вопросов не бывает. Поэтому я пока что не сталкивался с тем, что работодатель недоволен. Не знаю, как так. И плюс, учитывайте, что, допустим, есть компания, где вы приходите, и вам нужно делать какие-то проекты с нуля, то есть в Рокетехе как? К нам приходит клиент, и мы должны его идеи реализовать. То есть, допустим, из последних это было там обмен криптовалюты для курдов. А есть компания Anti-Phishing. Это уже разработанная система, и ее нужно дальше, прям разрабатывать. Просто нужно вносить какие-то новые изменения. Из-за этого, допустим, в антифишинге не могут ничего прям углубленного спрашивать, то есть они особо не следят за временем. Главное, чтобы ты фиксил вот эти какие-то баги, которые возникают. А функционал, они лишь редко просят что-то новое. А если говорить про Рокетех, как я говорил, от проекта к проекту функционал в основном всегда повторяется, и ты из-за того, что просто берешь функционал из прошлой части сайта, значительно сокращаешь себе время. Вот. Вопросы есть? Вопросов нет. В общем, да, где этому учиться? Я, честно говоря, скажу вам, что я не проходил никакие курсы. Вот я, допустим, так же, как и вы, обучался там в университете, там IT-направление, но вы же знаете, что здесь не дают именно тех знаний, которые от вас требует там реальный мир. Поэтому мне пока что, мне, по крайней мере, хватало тех видосов на YouTube, которые я находил, те вопросы, которые я задавал. Но сейчас этому значительно проще учиться, потому что есть, есть такие сайты HTML Academy, Hackslet, там, Solo Learn, тот же Solva, которые могут вас там за несколько месяцев вам дать какие-то знания. За 3 месяца прям нереально стать хорошим программистом. И если мы говорим про программирование или даже в целом про жизнь, то тут именно важно терпение, потому что не нужно надеяться, что вы через 3 месяца там станете хорошим разработчиком. Вы же здесь все молодые, даже если вы там потратите год-полтора, это очень немного. Вот, допустим, мне, чтобы выйти на первую работу, потребовалось, 3 года с момента моего изучения. Просто я так же, как и вы, обучался, и, наверное, работа не стояла на первом месте. Но уже к 3-му году я понял, что уже в целом могу забить на учебу и выйти на работу. Опять же, возвращаясь к таким компаниям, там HTML Academy, Hackslet, Solo Learn, здесь вы получите только базовые знания. Мне кажется, не нужно даже соваться в работу, просто проходя курсы. Важно сделать несколько проектов для себя, чтобы вы поняли, как вообще это делается. То есть, если говорить поконкретнее, то есть какие проекты вообще полезно делать вначале? Вот есть to-do list. Кто-то знает, что такое to-do list? Да. Что? Можешь подсказать всем? Да, список заданий. Почему это хорошо? Потому что когда вы делаете to-do list, список заданий, вы в основном затрагиваете именно 4 метода, которые в основном всегда используются в веб-разработке. Это создание задачи, редактирование задачи, просмотр задачи и удаление задачи. Дальше можно сделать какой-нибудь новостной проект. То есть, если вы уверены будете, что сможете их с нуля сделать, то в целом уже можно смотреть на работу. Также у нас была статья, в целом, наверное, вы уже молодые, поэтому вам не нужно даже откуда-то переквалифицироваться, но если вам вдруг интересно, то можете просмотреть труд, там тоже очень классно все написано.
Также, да, мы говорили про Solvo, Степи, Coursera, Udemy. В целом можете что-то из этого выбрать, но мне кажется, вначале даже не обязательно платить вот эти деньги, которые просят. Можно хотя бы самому вначале пройти какие-то курсы. Там, у нас есть Очаков блог, вот он, кстати, сидит. У него очень много классных вещей. То есть, допустим, если вам вдруг интересно, то есть недавно вышло там приложение, как оно там назывался, Clubhouse, как оно сделано изнутри, что там используется, то вот на его канале вы можете все это найти и можете повторять за ним. То есть есть там какое-то восточное мудрость, я сейчас все 4 шага не помню, но в целом там было так: повторяй, помогай и спорь. То есть все заключается в том, что вначале вы за кем-то повторяете. Помогать — это значит, что вот, допустим, у вас есть какой-то даже наставник или там в интернете, вы где угодно задаете вопрос, и тем самым вы помогаете другим людям обучать себя. А спорь — это значит, что вы уже из полученных знаний там можете выйти и оспорить чужие знания, которые вы получили, потому что у вас есть какой-то уже, наверное, свой метод обучения. Это что касается этого. И в целом это последний слайд. И если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Только не такие сложные вопросы, как Бекхану. Вот там сзади кто-то говорил. Иначе я покину эту аудиторию. Я не такой умный. Да? Что я же говорил, я пошел. Можешь повторить? ВУЗ никак не влияет, честно говоря, потому что когда, как обычно происходит устройство в компанию, или вы, есть специализированные сайты, там Career Hubber, Headhunter, где вы создаете резюме, где вы можете откликаться на вакансии и где вам может писать там какие-то HR-менеджеры. Дальше вы договариваетесь о встрече, и сначала, обычно это бывает девушка, она проводит с вами какое-то первичное собеседование, узнает, кто вы, чем занимаетесь. И если вы ее устраиваете, устраивает ваш опыт, она передает вас дальше к своим программистам. Допустим, задача этих программистов — реально проверить ваши навыки. И там уже не возникает вопросов, на каком вузе ты обучался, что ты делал. Тебе задают какие-то конкретные вещи, на которые ты должен отвечать. Если, опять же, и ты их устроишь, они дают хороший отклик этому же HR-менеджеру, и тебе делают предложение. Поэтому вуза никак не влияет. Еще вопрос? Да. Ага. И с чего лучше начинать начинающему веб-разработчику? С чего лучше начинать? Программирование есть, опять же, у нас есть очень много языков программирования, но что их всех объединяет? Это переменные, это циклы, это условия. То есть нужно получить именно базовые знания синтаксиса того языка, который вы изучаете. То есть, опять же, я их всех перечислил: переменные, циклы, условия. И дальше смотреть в сторону фреймворка, на котором вы уже будете делать реальные сайты. Вот. Да, про них мы уже говорили, просто это первоначальные вещи, да. Но если, опять же, все идет к веб-разработке, то сначала ты получаешь HTML, CSS, JavaScript, и именно вот на JavaScript ты, опять же, должен смотреть в сторону переменных, условий, циклов и так далее. Да. Угу. Да, поэтому я и говорил, что недостаточно тех знаний, что ты же закончил? Да, поэтому я говорил, что недостаточно именно тех знаний, которые вы получаете там в тех же Coursera, Solvo. Ладно, Solvo нормально. В общем, да, нужно и после этих знаний идти дальше и разрабатывать какие-то свои проекты. Не нужно сразу соваться на работу, чтобы в дальнейшем не факт, что вам так быстро, даже когда вы откликаетесь на сотни вакансий, не факт, что вам быстро так ответят. И именно когда этот момент случится, вам нужно прям доказать свою профпригодность. И просто если вы, пройдя курсы какие-то, пойдете туда на работу, есть вероятность, что вам, скорее всего, откажут. Поэтому прошли какие-то курсы, еще 3 месяца занялись самообразованием, разработали несколько проектов, получили какие-то теоретические знания.
и дальше уже можно оставаться. В этом случае шанс того, что примут на работу, высок, потому что другие программисты, возможно, этого не сделали. Возможно, они просто пошли после курсов. То есть тебе нужно преимущество перед другими людьми. Да, ну, то есть нужно же доказывать свою профпригодность. То есть, допустим, если ты так же, как и все другие, выпустился из курсов, то у вас в целом одинаковые знания. То есть можно сказать, что нужно при устройстве на работу показать свою рабочую папку. Вот Да. я сделал такое-то приложение. Да, кстати, это очень хорошее замечание. Да, у вас есть GitHub репозиторий, который вы скидываете своему работодателю, где он уже может оценить уровень вашего кода. Если он у вас будет, если будет это резюме, ну, то есть портфолио некое, то, опять же, повышается вероятность того, что вас примут. Потому что именно этот репозиторий HR-менеджер передаст своим программистам. И там, если у вас еще, если вы еще и хорошо пишете код, то, конечно же, вас пригласят на собеседование. Вадим, тут много у нас начинающих или уже пытающихся что-то писать ребят, может быть, и девушек. Нужна подсказка, как вот это самое портфолио набрать на GitHub. Какие-то между собой какие-то сайты делать, самостоятельные проекты делать, кому-то бесплатно сделать из родственников сайт, чтобы был какой-то опыт. Есть ли рекомендации? Да. Как набрать первый опыт, чтобы на работу устроиться? У меня в основном репозиторий состоит из нескольких вещей. Это проекты, которые мне было интересно сделать. Там, допустим, когда я обучался в Ялте, мне там было интересно делать там сайты для доставки еды. И я сейчас и продолжаю их делать. И, то есть репозиторий должен состоять из тех проектов, которые тебе интересно делать, и из тестовых заданий, которые тебе давали. То есть, допустим, тебе в какой-то компании дали тестовое задание, разработай вот такой-то функционал. Ты его выкладываешь, и в целом это тоже служит как портфолио. Но в основном, конечно же, вначале лучше делать свои проекты. Мне кажется, там всем интересно разработать что-то свое, хотя бы новостной сайт, там, не знаю, что угодно. Или сайт для мемов. Можно сайт для мемов тоже. Как бы ты его разработал? На чем? Реал счет.